За такую ароматную двухметровую красавицу Александр выложил больше 1000 рублей. Решил не мелочиться, ведь с настоящей хвойной колючкой дело имеет впервые. В этом году первый раз купил. До этого искусственная стояла несколько лет. Сейчас решил создать новогоднее настроение. Везут в столицу региона новогодние деревья из Прилузского и Усть-Коломского районов. Опытные лесники говорят, рубить елку в мороз бессмысленно, осыплется моментально. А потому теплый декабрь в этом вопросе только на руку. Простоят еле весь январь точно, говорят продавцы. Мы рубили наши елки в теплую погоду вырублены. Если, конечно, в мороз вырубает, то да, занесешь домой, все эти отпадут, иголочки. Но если в теплую, то они очень долго будут держаться. Верхушку не надо убирать, срезать не надо. Они подольше будут стоять. Обращают внимание покупатели и на цвет еловых. В почете голубые и насыщенно зеленые деревья. Желтые берут реже. На расхват идут экибаны. Стоят такие сосновые пальмы долго, много места не занимают. За них придется отдать 500. Самый демократичный вариант – еловые лапники. Такие шишками и украшать не надо. Цена от 40 рублей за штуку. При желании можно и поторговаться. Продавцы обычно идут на уступки. Еще бы. Конкуренция здесь серьезная. Только на этом пятачке сразу 3 точки. Завлекают по-разному. Борис, например, с покупателями делится секретами, как сохранить новогоднюю ель подольше. Песочек, ведерко, таблеточку аспирина. Ну, смотря какое ведро, какая высота елки. Вот и все. Еще зависит от того, что либо пихта, либо сосна, либо ель. Быстрее осыпается ель, конечно. Сосна дольше стоит. Отсутствие иголок на полу или ни с чем не сравнимый запах хвои. У жителей столицы республики в этом вопросе нет единого мнения. Ну какой может быть разговор? Конечно, натуральную. Но мы используем искусственную вообще-то. Она надежная, долгая, на многие годы. В последнее время ставлю только ветки. Ломаю, уже жалко становится. Так ставлю. А искусственная есть. Дети выросли, искусственное вставляю. Мы вообще ставим веточки хвойные, потому что маленьких детей у нас нет, мы вдвоем. И пусть елки, гирлянды, украшения и мишура всего лишь стандартные атрибуты Нового года, именно они создают праздничное настроение. А потому важно выбрать все предметы декора именно с душой. Тогда самая главная ночь года станет для вас, как и полагается, волшебной. Александра Головина, Павел Люлянмен, телеканал Юрган, Сыктывкар.